Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством Сариева Акылбека Аблабековича, представляющий Москаленко Александра Викторовича, Адылова Эрнста Сабыровича и Плахутина Ивана Викторовича о проведении Конституционного судопроизводства на официальном языке ввиду отсутствия возражения представителя Джохор Кенеша. На заседании Конституционного суда рассматривается объединенное дело по обращениям Москаленко Александра Викторовича о проверке конституционности части 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, выраженного словами вынесенного по существу дела. Адылова Эрнста Сабыровича, представляющий интересы АО «Мамыр» о проверке конституционности части 2 статьи 267 Административного процессуального кодекса Кыргызской Республики, Плахутина Ивана Викторовича, представляющего интересы ОСО «Канцлер» о проверке конституционности нормативного положения части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса, выраженными словами по существу дела. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сканбаева, судья Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касмалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретарь судебного заседания Камила Маамыт Алакызы. Камила, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающейся стороны, согласно заявлению Москаленко Александра Викторовича как ходатайствующей стороны, последний просит рассмотреть его обращение и дополнение к нему без его участия. Представитель акционерного общества «Мамыр» Адылов Эрнст Сабырович. Помимо Адылова также присутствует Арапова Анна Викторовна. Представитель ОСО «Канцлер» Плахутин Иван Викторович. Со стороны ответчика постоянный представитель Джохор Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Ысыранов Самат Кштобекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Искаков Эркин Бакбурович. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Аманжолова Кундус Пушкоевна. Других вызванных участников судебного заседания не было. Так, документы. Прошу ознакомиться. Адылов Эрнст Сабырович, пожалуйста, пройдите к трибуне, предоставьте информацию о себе. Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства и место работы. Адылов Эрнст Сабырович, 6 июля 1966 года. Место проживания – город Бишкек. Место работы – генеральный директор холдинга АИК. Присаживайтесь. Плахутин Иван Викторович. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Плахутин Иван Викторович, 6 февраля 1980 год рождения, адрес регистрации село Лебединов, работаю старшим юристом УСО на ЕУСТИЛ. Представляю интересы УСО «Канцлер». Присаживайтесь. Кого? Анна Викторовна, вы собираетесь выступать сегодня? Отвечайте в микрофон. Но у вас доверенность не соответствует. Микрофон включите. Да, собираюсь. Сотрудники аппарата, прежде чем до начала процесса, вы должны всех обучить применять ту технику, которая находится в зале, которая необходима. Я предупреждаю всех, что ведется аудиозапись заседания, поэтому каждое слово, каждый ваш ответ на вопрос, он должен сопровождаться включением микрофона. Но у вас доверенность на... Так.
судах общей юрисдикции и административных судах. Вы находитесь в Конституционном суде Кыргызской Республики. Поэтому я не могу предоставить вам слово. Во всех судебных Нет. Здесь написано представлять интересы АО «Мамыр» во всех судебных инстанциях, судах общей юрисдикции. То есть есть уточнение. В судебных инстанциях, судах общей юрисдикции и административных судах. То же самое, только запятая. Ниже написано во всех судах. Где? Здесь то же самое, только через запятую, да? Тогда такая же. Судебные инстанции, Конституционный суд не относится к судебным инстанциям. Это говорит о вашем отношении к этому вопросу. Ну, может быть, это все-таки предоставим слово, да? Допустить? Не против, да? Хорошо, но предупреждаю, в последующем, да, доверенность должна оформляться соответствующим образом. Хорошо? Так, пройдите к трибуне. Предоставьте информацию о себе. Я Арапова Анна Викторовна, 17 июля 1964 года рождения. Проживаю в городе Каракол. Значит, место моей работы я адвокат Иссык-Кульской территориальной адвокатуры. И кроме того, представляю интересы акционерного общества «Мамыр» по доверенности, которая вам представлена. Хорошо, присаживайтесь. Сыранов Самат Кыштыбекович, пожалуйста, пройдите к трибуне и предоставьте информацию о себе. Саламатсыздар. Я Сыранов Самат Кыштыбекович, 5 мая 1987 года рождения, место работы постоянный представитель Жоркинеша Конституционном суде, место рождения Нарынская область, Чунгасский район, место регистрации город Бишкек. Это все. Присаживайтесь. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, пожалуйста, пройдите к трибуне. Здравствуйте, уважаемые судьи. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения, уроженец города Бишкек, проживаю в город Бишкек. Работаю постоянным представителем президента и кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Искаков Эркин Бакбурович, пожалуйста, пройдите к трибуне. Добрый день, уважаемый суд. Искаков Эркин Бакбурович, 16 мая 1976 года рождения, уроженец села Мирза Киевской области, проживая в адрес город Бишкек, работаю заместителем руководителя аппарата Верховного суда Кыргызской Республики и представляю интерес Верховного суда по доверенности. Присаживайтесь. Аманджолова Кундуз Бушкоевна. Здравствуйте, Аманджолова Кундуз Бушкоевна, родилась 8 декабря 1985 года рождения. В городе Бишкек проживаю. Город Бишкек, занимаю должность заведующая отделом в сфере социальных вопросов в Министерстве юстиции. Присаживайтесь. Уважаемые судьи, есть вопросы по документам? Нет. Уважаемый Адыл Эрн Сабырович, Плахутин Иван Викторович, Сыранов Самат Кыштыбекович и Арапова Анна Викторовна, да? Встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде вы имеете право ознакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающая сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону.
Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде вы вправе заявить отвод судье или судьям. Адылов Эрнст Сабырович, у вас есть заявление об отводе судьи или судей? Микрофон включите, пожалуйста. Еще раз. Нет, Ваша честь. У вас есть дополнительное ходатайство по делу? Нет, Ваша честь. Присаживайтесь. Плохутин Иван Викторович, Нет, уважаемый суд. вам понятны ваши права и Да, обязанности? понятно, да? права и У обязанности. вас есть заявление об отводе судьи или судей? Нет, вас- заявление об отводе не У имею. вас есть ходатайства дополнительные? Дополнительных ходатайств также не имею. Присаживайтесь. Анна Викторовна, да? Анна Викторовна, вам понятны ваши права и обязанности? Микрофон. Права и обязанности ясны. У вас есть заявление об отводе судьи или судей? Нет, составу суда доверяю, отводов не имею. У вас есть дополнительное ходатайство по делу? Перед началом судебного заседания не имею. Присаживайтесь. Странов Самат Кыштыбекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, отвод нет. У вас есть дополнительное ходатайство? Нет, добавленных властей. Присаживайтесь.